Как в Сухуми относятся к отмене Грузии виз для россиян и к возобновлению прямого авиасообщения между Тбилиси и Москвой, Анаид Гагарян узнавала мнение горожан. Россия отменила визы и возобновила авиасообщение с Грузией. Как вы к этому относитесь? Во-первых, нужно отметить, что это взаимоотношения двух государств. Влиять на эти процессы мы не можем, но должны делать выводы. Первый из которых, на мой взгляд, в отношениях с любыми странами нам следует исходить из собственных интересов. Второй важный аспект в связи с санкциями и международной изоляцией. Сейчас для России любые транспортные коридоры и коммуникации очень важны. Поэтому сближение позиций с Грузией может иметь продолжение. Например, в виде транзита грузов из Турции в Россию через территорию Грузии и Республику Абхазия. А есть определенная тенденция, мы должны быть внимательными к процессам вокруг. Участвовать в них мы можем только исходя из отстаивания своих интересов и суверенитета. Ливан Лагула, Апснахабад. Это очень встревожило. Во взаимоотношениях России и Грузии всегда одной из которых является предмет претензий, а это Абхазия, хорошего ожидать не следует. 30 лет назад под кодовым названием «Меч» Шеварднадзе по согласованию с Ельциным мы решили в течение 2-3 дней навести порядок в Абхазии. И что с этого получилось, известно всем. В декабре 1993 года Россия и Грузия опять подписали соглашение об объявлении блокады Абхазии в обмен на размещение российских военных баз. В результате в 1999 году Россия была вынуждена вывести российские базы с территории Грузии. Ни Грузия, ни Россия ничего из этого не выиграла. Вот и сейчас с опасением думается, что за сюрприз может нас ожидать не в нашу пользу. Одно очевидно, результата не будет, пока с Абхазией не будут считаться как с равным игроком, решая нашу судьбу. Людмила Сагария. Насколько я помню, инициатива прервать авиасообщение и вообще прекратить какие-либо контакты исходили с грузинской стороны. Тот факт, что Российская Федерация все что-то возобновила, особого беспокойства не вызывает. Поэтому отношусь спокойно. Баграт Оторба. Когда я это услышала, я рада за них, потому что люди должны жить в мире. Если они находят общий язык, и это старое, доброе отношение возвращается, это отлично. Единственное, немножко тревожно, если они не будут так же к нам относиться по-доброму, как и раньше. Хочется все вернуть на свои места, чтобы друг друга уважали и признали нас. И жить опять продолжать должны. Дальше никаких преград не должно быть, никаких виз не должно быть. Я Рима Варламовна Хашба. Я отношусь положительно. Ничего плохого здесь не вижу. Это хорошо, когда наши соседи дружно выстраивают свои отношения, и у них все происходит в мире. Никто не хочет, чтобы кто-то с кем-то враждовал. Хочется, чтобы везде был мир, в том числе и у нас тоже. Астамыр Ахма.